Родина? Ну, для меня это, конечно, родительский дом. Там, где я вырос, скажем так, ради кого я защищал это все, выполнял, это все-таки родительский дом. Роднее дома не может быть. Даже если уже есть свой дом, все-таки там, где живут родители, это считается, ну, в моем понимании, считается родиной. Почему мальчишки мечтают стать офицерами? Одни, по примеру отцов военнослужащих. Для других образцом для подражания становится герой любимой книжки или фильма. А для кого-то это самая мужская, а значит мужественная профессия. В семье героя России Ивана Додосова до него погоны носил только его прадедушка, участник Великой Отечественной. Сам Ваня родился в 89-м, когда отзвуки той войны были уже едва уловимы. Но он их услышал сердцем. И через поколение создал династию тех, чья профессия — родину защищать. Был дедушка моего отца военным, воевал в 45-м, вернулся с фронта без левой руки. Успел я немножко его застать. В дальнейшем, конечно, он в связи с старостью погиб. Это единственный военный, наверное, в нашей семье. Ну а что касается современной молодежи, скажем так, в нашем роду, у нас все носят погоны. И старшая сестра носит, и двоюродные братья все носят, и младшие двоюродные тоже, все при погонах. И все в разных ведомствах. Село Пестрецы в Татарстане. Районный центр недалеко от Казани стоит в обрамлении лесов. Вокруг голубым ожерельем вьется река Мёша. Тихие улицы с частными домами, яблони за заборами, сытые кошки на подоконниках. На одной такой улице дружно взрослела веселая и шумная компания мальчишек. Лидер, душа компании нашего, это коллектива, можно сказать. То есть у нас друзей 8 человек было, и всегда, вот, когда он приезжал, там, например, служил он в Тотском, в 2015 или 2016, не помню что точно сказать. То есть если он приезжал, он всех нас, досконально всех собирали, мы встречались, вспоминали детство свое, соответственно, как играли в футбол. То есть он лидером, да, был нашей компании и даже в школе. Летом друзей товарищей только дома и видели. Они гоняли на велосипедах, играли в футбол, купались на реке Мёша. Каждый день ходили в школу с утра, играли в футбол. Тут у нас он как бы был лидером. Нападающий, всегда забивал. Вот здесь на стадионе проходили школьные соревнования, ну, вообще между школами. Там, вот у нас 2 школы, там первая, вторая. Мы как бы, вот Ваня играл за первую школу. Зимой здесь проводили соревнования. Ваня постоянно ездил на лыжах. Ну, он катался, он как бы на лыжах очень хорошо катался. Идет купаться. Я на работе говорила, телефонов не было тогда сотовых. Говорила, утонешь, домой не приходи. Сам рос самостоятельно. Как вот сейчас мы детей охраняем, каждый шаг туда не ходи, сюда не ходи, такого не было. Сами везде. И в школу, и везде, и в садик. Был послушным. Никогда никто не жаловался, ни с кем не дрался. Не было таких явных замечаний, что там... Ну, вообще замечаний не было, что вот он хулиган или что ли. В школе учителя шутили. Побольше бы таких детей, как Иван. И родители всегда могли положиться на сына. Хоть и младший, но очень ответственный. Как все ребята рос, в дворе играл со сверстниками, ходил в школу. Иногда сам, иногда провожали. Вот. Ничего такого особенного, чтобы такие геройские качества там, в нем воспитать. Рос нормальным парнем, все таким простым деревенским. Такого особого, ничего такого. Мы все-таки деревня у нас, и картошка, огород, всегда помогал, всегда вместе. Потому что все уж, ну так заведено у нас, не только он. Как-то все вместе, вот, по хозяйству что-то помогал, там что-то строили, вот, много чего строили, там, бани, гаражи, по мере возможности помогал. Ну, обыкновенный, простой, деревенский парень. Ростом был маленький, всегда говорил, мама, купи мне таблетки, я хочу вырасти. Спокойный, не хулиганистый, работящий.
Я уходила на работу, давала задания. Полный двор скотины у нас был. Смотреть баранов по 40 голов, гусей по 30 штук, утят, кур, полоть. Домой приходила и проверяла, все ли сделает. Он был послушные, дети были. В школе его всегда говорили, клонировать надо. Я никогда не краснела за своих детей. Всегда только гордилась. Уходила на собрание, говорила, если что-то скажут, приду, голову оторву. И они боялись, сидели, ждали, и дочь, и сын, что придет мама, скажет, как на них посмотрят. В школе учился хорошо. Хулиганом он никогда не был. Третья парта, по-моему, вот здесь вот была. Вот, ну, у меня, по крайней мере, отложилось. Не помню точно. Вот это классный руководитель, Васильева Ирина Васильевна. Она у него была классным руководителем с 5 по 11 класс. Вырос, скажем так, на улице, можно назвать, не как сейчас современная молодежь в телефонах. Ну, занимался футболом, баскетболом, хоккеем. И как бы постепенно готовился в физической форме. По сравнению, если брать городских, скажем, городскую молодежь, деревенская она будет покрепче и пошустрее. Мама мечтала, чтобы сын стал экономистом. Иван смеялся. «Мам, ну где я и где банк?» А папа с детства сажал наследника за руль, но даже не думал, что главным средством передвижения для сына станет танк. Ребят всегда рано просятся за руль. Ну, так уж вот по мере возможности. Где по полю, там, где еще где-то как. Так вот, друг от друга они же рассказами. Вот меня пап там дал пролить, мой пап там дал пролить, сами знаете, деревня. Вот так как к технике привык. Школьник еще был. Да и друзья не помнят, чтобы Иван как-то явно мечтал о военной службе. Ваня уехал, я не думал, что мы разойдемся, думали. А в итоге, наоборот, Ваня нас все больше и больше скрепляет. Я его лично сам не представлял, что он пойдет в армию, вот это танковое училище. Да. А я выбрал эту профессию, скажем так, из-за любви ношения формы одежды. Выбрал Казанский танковый институт, по большому счету, повлияло то, что нравилось, как выглядит военная форма, на тех, на ком я видел. Так, удивив всех, Иван Дадосов поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова краснознаменное училище. «12 лет назад, крайний раз, я лежал на вот этой кровати, все 4 года. Кстати, как вот ремонт сделали в казарме, вот этот, тут были кубриковские системы, и сделали общие. И вот эта кровать моя. Дикая коммуникабельность. Мог общаться абсолютно свободно с кем угодно и привлекал на свою сторону собеседника, можно так сказать. И еще одно немаловажное качество, может, это звучит сейчас модным словом, был такой кураж. Вот. Если вспомнить, что это в переводе со французского языка означает мужество, то я думаю, что все закономерно довольно получилось. После окончания училища молодой командир отправился в часть. Это был уже совсем другой Иван Дадосов. Очень серьезное воспитание, особенно, скажем так, духовное. Скажем так, это два разных человека, который поступал со школьной скамьи, и тем, кем вышел в результате, это два разных человека. Ну и, скажем так, мужество все-таки прибавило училище. Он волевой человек, то есть если он ставит цель, он к ней идет. А во-вторых, наверное, его рассудительность. То есть при всей его эмоциональности, когда наступает нужный момент, так скажем, когда вот от него требуется какое-то решение, он его принимает. Ну и зачастую это все правильно принимает. А третий момент я бы, наверное, назвал его преданность. Каждая новая звездочка на погонах – это не просто очередная профессиональная высота. Жизнь военного от приказа до приказа, вдали от дома. Тяжелые учения, бесконечные командировки. После танкового училища он, соответственно, уехал в Тоцк. А в Тоцке довольно-таки долго служил. То есть, знаем все там, что называется, там тяготы и лишения воинской службы. А на самом деле там
и по рассказам знаем то, что ему там было очень тяжело, то есть как бы это новый абсолютно город для него, как бы ни одного знакомого человека нет. Были, конечно, и хорошие моменты, были плохие моменты, как бы он всегда вот их как бы стойко выдерживал. Он прошел карьерный рост, начиная от командира танкового взвода, где было 3 танка, командира танковой роты, где было чуть побольше танков, там 10 танков, условно говоря. Сейчас он достиг должности командира танкового батальона. Это боевая единица, которая на сегодняшний день из танковых подразделений, наверное, если ты научился командовать ротой, батальоном, то ты как командир сложился. И как все офицеры, двигаясь по всей лесенкам служебной деятельности, командиром взвода, командиром танковой роты, начальником штаба. То есть проявлял себя, видите, за каждый период награждался. Немногие, взять если выпускников, достигают таких результатов. Командир прежде всего отвечает за жизнь подчиненных. Еще со времен училища главный наказ от мамы – беречь своих. Когда училище закончила, я ему говорю: сынок, если будут родители подходить тебе просить за счет своих детей, там, в увольнили куда, вспоминай маму свою. Вот как мама твоя. И когда я в Тоцк приезжала, всегда говорили: спасибо вам за вашего сына. Ответственнее он стал, потому что он чувство ответственности большое за своих подчиненных у него сейчас, особенно после первой командировки. То есть, пройти надо через это, видимо, через все, что это не кино и не картинки, это реальная жизнь, боевая, военная. Пришлось через все, через потери техники, потери личного состава. Сейчас он очень ответственный. Даже вот уже будучи дома, ему звонят оттуда ребята: вот командир, вот так и так у нас. Он очень переживает. Экипаж современного танка – 3 человека, 3 характера. Но без взаимопонимания с товарищами успеха не добиться. Мы работали парами. Объясняю, что это так означает. Есть такое понятие танковая карусель. Когда пара меняет пару. То есть, когда БК заканчивается, машина отходит, 2, а следующая пара приходит. И здесь самую главную роль играет плечо товарища. То есть, умения и навыки соседнего экипажа. И некоторые у меня даже не соглашались идти в паре с другими, потому что уже настолько слажены были. Можно сказать, понимали друг друга без слов. Итог данного вопроса, плечо товарища. Оно всегда важно. Боевая машина для танкиста – это больше, чем механизм. Даже если он супермощный и суперсовременный. У каждой машины свой позывной, по крайней мере, у меня был. Это не только, скажем так, любовь к своей машине, но и удобство пользования с приданными подразделениями. Я все 31 машину назвал позывными. У меня, в частности, был позывной «Казань». Казань для Ивана Додосова стала не только местом учебы. Здесь в его жизни появилась надежда. Она училась на хореографа. Казанский институт культуры стоит буквально через дорогу от танкового училища. Мы когда начали общаться, какое-то время общались, и мне понравилось немножко то, что у него было немного другое мировоззрение, наверное, отличающееся от других парней, так скажем. Мне нравилось то, что он степенный. Он такой компанейский, интересный. Мне было очень интересно с ним, правда. Он был, какой-то необычный, наверное. Цветочки дарил. Вообще все было, на самом деле, было очень... как-то, правда, он другой. Он другой, он любит веселиться. Меня это на тот момент очень радовало, потому что я точно такая же. Мы с ним туда-сюда, везде, как-то все время вместе, везде за руку. Вот это мне очень нравится в нем. Мне нравится, что он меня с собой всегда тянет, он всегда меня с собой вот так. Вот, наверное, это меня и, наверное, задело, да. Он умеет делать все, абсолютно. То есть тогда, когда у нас, например, гости или не гости, или я, например, занята чем-то другим, да, более важными там вещами, он абсолютно умеет делать все. Он
Надо посуду вымыть, надо постирать, надо то, надо все. Но он все-таки военный, он умеет делать все. И когда время есть, его у нас очень мало на самом деле, мы всегда вместе. Да, мы там ездим на рыбалку, мы всегда там по магазинам всегда вместе. То есть у нас дочка всегда с нами. Как тебя зовут? Меня зовут Анна Ивановна, но вообще, покороче Аня. Дочка Аня величает себя не иначе, как Анна Ивановна. Характером в папу, боевая, и очень помогает маме ждать. Ждать тяжело, особенно какие-то там учения, не учения, это всегда затягивается, это не всегда 2-3 дня. Если бы не работа, наверное, мне было бы очень тяжело и ребенок. То есть я постоянно занималась ею, мне с ней интересно, ей со мной интересно, мы как две подружки. То есть поэтому как-то нам, наверное, коротали время друг с другом. Нас папа балует всем. У нас, это я дома в семье говорю нет, зачастую, дочки, а у нас папа это всегда да. Их тяжело отправлять в магазин, она его раскручивает на все, что можно и не можно. Он заводила всегда и везде. То есть все друзья его, все говорят, вот он такой добрый, он правда, он добрый, он хороший, он всегда, вперед планеты всей. Это было всегда и везде, это было, грубо говоря, в любой компании, где бы мы ни оказались, он брал флаг и шел вперед. И все за ним идут, и все ему доверяют. Наградной список офицера Дадосова, несмотря на его молодость, впечатляет. Множество медалей, орден мужества, и вот теперь звезда Героя России. Звезду Героя участникам специальной операции вручил министр обороны Сергей Шойгу. Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины, вашего подвига, вашей работы, боевой работы. Уверен, что вы дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для вооруженных сил. И желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми. Вот этот вот минутный момент, когда вручают и накалывают звезду, он, конечно, неописуемый. Это дорогого стоит. Везде телепортеры, везде камеры. И это было прям такое мгновение, и все, и ты уже герой. Встаешь в строй. По большому счету ничего в жизни не поменялось. Как был простым человеком, так и остался. Мне все говорят, вы не понимаете, это такая награда. Я говорю, нет, я не понимаю. Это гордость, конечно, это приятно все, но это еще очень трудно все принять столько. Он к этому шел, он ведь это сам добился, ему же никто его не толкал, ничего, он ведь своей головой, своей силой все это добился. Я всегда говорила, сынок, ты это заслужил. И когда его подчиненных награждали, всегда говорила, сынок, это твоя заслуга. А когда его награждали, я говорю, Олам, это заслуга твоих подчиненных. Если честно сказать, мы думали, что он поменяется, что все-таки же Герой России стал. Но даже, не описать словами это он все-таки все равно нас уважает, любит, как мы дружили раньше, так и дружим до сих пор. В плане дружбы ничего абсолютно не изменилось. Да, видно, что он стал взрослее, более мужественный. Все-таки, то, что участие в военной операции на Украине, это дало себя знать. Как человек он остался абсолютно такой же. Ань, скажи, какой у тебя папа? Золотой. И герой. Папа тебе давал звезду героя уже, как смотреть? Я всегда приникала на медали. Мне просто это нравилось. То есть так медали сели, а я просто так рукой замахиваю. Потому что, звук был. Мне нравилось. После долгих командировок Иван Дадосов наконец-то смог провести отпуск с близкими. В том самом родительском доме, который для него и есть родина. А там, кстати, сейчас появился еще один жилец.
А это собака Ванина. Собака Улыбака, как он ее называет. Ему подарили эту собаку сослуживцы в память о службе. По Ване очень скучает. Я на днях дала Ванину одежду. Он прям скулил. Ваня у нас очень любит животных. Кошек, собак. Вот. Теперь у него новый друг еще. В память о его сослуживцах, о его ребятах. То есть они своему комбату подарили щенка. Герой России майор Иван Дадосов поступил учиться в военную академию. Новые знания, новые звания. Ведь еще со времен Суворова плох тот солдат, который не мечтает... Конечно, любой солдат мечтает стать генералом. Сейчас чем выше звание, выше должность, уже больше приходится, скажем так, мыслями работать, а не руками. На данный момент все, что было до этого, скажем так, вот азы, которые училище мне дало, уже закончилось. Выше я уже подняться не могу без окончания этой академии. Сегодня герой России Иван Дадосов с юмором говорит, что теперь легко отвечает на вопрос, какое его главное качество. Главное? Ну, теперь у меня самое главное, что героизм. Это теперь у меня качество на первом месте. Ну, мужество. А в Москве на учебе майор снова и снова перечитывает недавние сообщения от сослуживцев. «Комбат, возвращайся цел и невредим. И пацанов возвращай. Иван Алексеевич, удачи тебе. Сделать все красиво, умело и без потерь, как ты это всегда делаешь. Ты очень справедлив и умен. Такого комбата, как ты, больше не найти». Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце